Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Институт международных подношений. О том, как готовят будущих дипломатов в ведущем вузе Туркменистана. Институту международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана на днях исполнилось 17 лет. Являясь одним из флагманов высшего образования страны, ИМО не лишен тех же самых пороков, что характерны для всех туркменских вузов без исключения – коррупции и идолопоклонства. Власть у тех, кто со связями, иммунитет от всего у тех, кто с деньгами. Все это в итоге негативно отражается на репутации страны. О внутренней кухне детища министра иностранных дел Рашида Мередова в материале Turkmen News. Когда в марте 2008 года ИМО МИД принимал первых студентов, о коррупции не было и речи, да и кому тогда было предлагать взятки. Коллектив преподавателей тоже формировался с нуля, и горизонтальные, а тем более вертикальные связи еще не были выстроены. ВУЗ создавался с целью подготовки специалистов-международников, будущих дипломатов, правоведов, экономистов и журналистов. Но все постепенно становилось на свои места. Те самые связи, в том числе родственные, которым Turkmen News посвятил не одну свою публикацию, в итоге опутали и ему. Начнем с верхов, а именно с ректоров. За 17 лет их в институте сменилось 3. В данный момент эту должность занимает Гульшат Юсупова, куда ее рекомендовал предыдущий ректор Джума Мурат Гурбангельдыев, когда сам уходил на повышение главой Министерства образования. Женщина на тот момент являлась проректором ИМО по учебной работе и была доступна для студентов. Они могли высказывать ей жалобы и делиться своими проблемами, которые она по возможности решала с преподавателями. После назначения Юсуповой ректором вольница эта закрылась. Руководитель вуза в Туркменистане перестает быть досягаемым. Но поддержка Юсуповой не только в лице министра. Ее родной брат Гуйч Гурбан Сеидов сидит в кабинете министров на должности ведущего специалиста отдела по надзору за строительством, архитектурой и благоустройством Ашхабада. Должность не такая уж высокая, но для министра образования Гурбангельдыева ректор с подобным родством очень выгодная и весьма полезная фигура. Юсупова к тому же безинициативна и неконфликтна, а вероятных нежелательных ситуаций в стенах вуза может быть много. Институт, где каждый сам себе ректор. Если посмотреть на состав работников ИМО, то это либо его же выпускники разных лет, не имеющие за плечами никакого практического опыта, либо сбитые летчики из числа отставных дипломатов, но при этом каждый из них мнит себя важной птицей, которому ректор Гульшат Юсупова не указ. Например, Бердыни Ясметиев, бывший заместитель министра иностранных дел Туркменистана, просидевший на этой должности без малого 12 лет. Его вместе с другим замминистра Випа Хаджиевым в конце 23 года снял с должности президент Сердар Бердымухамедов. И если Хаджиева из МИДа отправили послом в ООН в Женеву, то про Метиева забыли. Его-то, дипломата такого уровня, не раз сопровождавшего Гурбангулы Бердымухамедова в зарубежных поездках и с такими связями за рубежом. Метиев посчитал это унизительно несправедливым и однажды решился на отчаянный шаг, но глупо просчитался. В январе 24 года Бердымухамедов-старший отправился в двухдневную поездку в Объединенные Арабские Эмираты, сначала в Абу-Даби, оттуда в Дубай. Бердыниязу Метиеву пришла гениальная мысль – у трапа самолета проводить Бердымухамедова в Дубай. Он рассчитывал, что экс-президент, увидев его, вспомнит, что тот до сих пор остается без достойной работы и повлияет на своего сына. Но опытный дипломат не учел одну маленькую деталь. Решение о перестановках в МИД принимал сам Бердымухамедов-старший, а не его сын-президент. Ему выходка Метиева не понравилась, и он поручил министру Рашиду Мередову засунуть его туда, откуда его больше не будет видно. Так бывший замминистра Бердынияз Метиев ушел на непочетную пенсию руководить учебным центром дипломатического протокола при ИМО. Сейчас он подчиняется даже не ректору, а проректору вуза. Впрочем, кажется, что Бердымухамедов-старший Метиева простил. В январе нынешнего года, уже в своей новой должности, он встречал экс-президента у трапа самолета в Монако. И хотя Центр дипломатического протокола – место далекое от реальной политики, где бы хотел удержаться бывший замминистра, в самом вузе его прошлая карьера и знакомства значит много, а потому ни ректор, ни тем более проректор ему не указ. Также ведет себя и другой работник вуза Бекдурды Аман Сарыев, бывший главный редактор газеты «Нейтральный Туркменистан» и Госинформ агентства ТТХ, а ныне информационного сайта «Ориент».
В институте он числится старшим научным сотрудником Центра стратегических исследований. Появляется он в этом центре только для того, чтобы встретить иностранных гостей или засветиться на какой-нибудь конференции. Старший преподаватель института Мерджен Гурбан-Назарова на высоких постах замечена не была, но и она воспринимается важной особой в вузе. А дело в ее родном брате Максате Гурбан-Назарове, сотруднике управления делами аппарата президента и кабинета министров Туркменистана. Захотят ли связываться с ней проректор или даже сам ректор? Конечно же нет. Более того, через такую сотрудницу можно в числе первых узнавать о настроениях в кабинете министров, какие ходят слухи, какие отставки готовятся, какие предвидятся назначения. Конечно, есть среди преподавателей и достойные люди, заработавшие свой авторитет многолетней службой. Например, Амангельды Рахманов, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии, профессор, ветеран туркменской дипломатии, первый постоянный представитель страны при ООН. Чиры Ниязов, также в прошлом чрезвычайный и полномочный посол, а ныне старший преподаватель той же кафедры. Какаджан Момадов, бывший посол Туркменистана в Бельгии, глава представительства страны при Европейском Союзе и Организации по запрещению химического оружия, ныне преподаватель кафедры. Нурберды Аман Мурадов, бывший посол Туркменистана в Турции, Таджикистане и Украине, сейчас является преподавателем ИМО. Все бывшие послы в вузе, сами себе ректоры, все лично знакомы с Рашидом Мередовым. Амангельды Рахманов дружит еще и с Аксалтан Атаевой, героем Туркменистана и постоянным представителем в ООН в Нью-Йорке. Вообще, тактика бывших послов предельно простая. На какой-нибудь конференции подойти и на людях заговорить с министром Мередовым или послом Атаевой, и все. Увидев вас с такими лицами, ректор ему Гульшат Юсупова будет вести себя так, будто вы тоже ректор. Не будет никаких замечаний или приходов на лекции с целью проверки. И бывшие дипломаты пользуются этим, сами решают, когда и в какое время у них пары, сколько пар, когда взять отгул. Они же часто заставляют молодых преподавателей проводить за них занятия, но учебные часы при этом идут, естественно, в кредит мэтрам. Как управлять вузом в таких условиях? Вот Юсупова и делает замечания только тем, на кого у нее хватает влияния. Но бывшие послы хотя бы имеют за плечами многолетний практический опыт, который передают своим студентам. В целом же более или менее качественно преподают только на факультете международных отношений. Двое из ларца. Вторая проректорская должность, с которой ушла в ректорство Гульшат Юсупова, с лета прошлого года остается свободной, и на нее зарится в частности временно исполняющий обязанности декана факультета международной экономики Рахим Бяшимов. Ради такой перспективы в начале этого года он даже записался слушателем в Академию государственной службы при президенте Туркменистана. И, возможно, занял бы это кресло, будь у него такая же спина, как у Юсуповой, в лице министра образования. Не помешало бы даже то обстоятельство, что второй проректор Бигенч Мятлиев, как и Бяшимов, тоже уроженец Марийского вилаята, а двух проректоров из одного региона почему-то назначать нельзя, неужто борьба с землячеством? Как бы то ни было, но Бяшимов проректором пока не стал. Впрочем, ничто не мешает землякам сговариваться между собой, находясь на тех должностях, которые оба занимают сейчас. Рахим Бяшимов пасет детей крупных бизнесменов, которых можно доить. Поводов найти нетрудно, а когда их нет, можно придумать. Таркетка криво висит, на щеках щетина, опоздал на лекцию на пару минут. Со своим авторитетом в Рио декана раскручивает ситуацию так, будто любая небрежность чуть ли не основание для отчисления, мол, это требование проректора. После того, как бедный студент умоляет найти какой-нибудь выход, Бяшимов просит дать ему время, а на следующий день выставляет счет минимум в $200 за услугу закрыть вопрос с проректором Мятлиевым. В результате, в свои 34-35 лет Бяшимов при официальной зарплате в 3000 манатов владеет автомобилем Lexus S выпуска 2022 года с госномером О1849 AG, а также телефоном последней модели. Но новеньким телефоном в Ашхабаде мало кого удивишь, а вот правительственный номер, начинающийся на 70, это уже статус. И Бяшимову такой номер тоже подогнали. Примечательно, что в старых базах мобильного оператора Алтын-Асыр этот номер числился за гендиректором авиакомпании Туркменистан Байрамом Баймурадовым, а в базе 24 года уже за Рахимом Бяшимовым. Как так получилось, неизвестно. По информации Turkmen News, никто из родных Баймурадова в этом вузе не учился. Возможно, ответ на этот вопрос сможет дать сам Бяшимов, либо гендиректор Алтын-Асыра Шихмурат Шахарлиев,
без его подписи переоформление номеров невозможно. Также Рахим Бяшимов владеет элитной квартирой по улице Агусхана, бывшей Айтакова, которую он получил через МИД, но свободное от работы время предпочитает проводить на другой своей квартире в микрорайоне Мир-1. Залетные студенты, которые попадаются к нему на крючок, иногда вместо дачи денег накрывают ему там дорогой стол с элитным алкоголем и обязательным табаком для кальяна. Для других студентов у Бяшимова действует своего рода абонплата. Регулярно плати деньги, исполняй капризы, и ты на месяц-полтора свободен от придирок, иначе после занятий идешь на субботник или в библиотеку на дисциплинарную 2-4-часовую отработку. В то же время Бяшимов или Мятлиев не какие-то уникумы в институте. Рахим Бяшимов, сам выпускник этого вуза, как и многие другие преподаватели, сейчас он читает лекции по международной торговле, международным валютно-финансовым отношениям и современным компьютерным технологиям. Но читает, это громко сказано. На занятиях Бяшимов чаще всего просто выводит на монитор презентацию, заставляя студентов переписывать материал в конспекты, при этом не утруждая себя объяснением материала, и он даже порой не в силах ответить на элементарные вопросы по теме. А презентации готовят для него старшекурсники. При этом в РИА доцента не владеет в достаточной степени ни одним иностранным языком. Удивительно не только то, как он при этом поддерживает уровень знаний, но и каким образом ухитрился получить диплом, ведь экзамены по языкам все-таки нужно сдать. Но есть в вузе и неприкасаемые студенты, например, Шасанем Мелисова. Ее научную работу на тему отношений сельджуков и Византии ученый совет во главе с проректором Бегенчем Мятлиевым рекомендовал для участия в конкурсе молодых ученых. Мало того, что тема ее работы далека от профиля института, так девушка еще и не смогла ответить ни на один вопрос членов совета, даже на тот, а кто такой император Константин. Пытаясь вытянуть студентку за уши, проректор Мятлиев на свою беду задал другой вопрос: как ваша работа пригодится Туркменистану? Ответ конкурсантки был удручающим и поразил весь зал. Это нам может пригодиться в переговорах с ООН. Но работа Мейлисовой все равно прошла, потому что ее научным руководителем был сам министр образования Джума Мурат Гурбангельдыев, и он же бывший ректор этого вуза. Конфликт интересов? Нет, не слышали. Вот такая картина сложилась сегодня в Институте международных отношений МИД Туркменистана. Избирательный подход к людям, зависимость от связей и коррупция – корень бед этого вуза. Если в академическую деятельность уходят наиболее талантливые выпускники, то кто приходит затем работать в МИД страны? Будут ли они потом поколачивать своих жен и нести с высоких трибун откровенные глупости? Каково будет состояние туркменской экономики в ближайшие годы, если будущих специалистов по этому направлению готовят такие преподаватели, как Рахим Бяшимов? Какие личные качества эти выпускники разовьют в себе, если с молодости их приучают откупаться от проблем или подносить дорогие подарки? Туркмен Ньюс надеется, что эта публикация побудит руководство Туркменистана и лично главу МИД Рашида Мередова провести проверку приведенных фактов и принять меры к решению проблем. В конце концов, речь ведь идет о будущем Туркменистана, об авторитете страны и ее репутации на международной арене. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.